Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы зашли на мой канал, за то, что вы со мной, за вашу теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон. Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Кто хочет быть рядом с вами прямо сейчас, в эту самую минуту? Пожалуйста, загадайте на себя, ни о ком думать не надо. Мысленно, либо вслух задайте такой вопрос. Кто хочет быть со мной рядом прямо сейчас, в этот самый момент? Момент, когда я смотрю это видео. Давайте посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Смотрите, вышел образ человека, от которого вы либо отвернулись, либо которого вы не замечаете. Не замечаете. То есть для вас этот человек, он как пустое место, либо не придаете никакого значения этому человеку, не интересуетесь этим человеком. Либо обиделись на этого человека и развернулись совершенно в обратную сторону. У этого человека большие грустные глаза, карего цвета. И еще, скорее всего, как какие-то залысины у него есть лобная часть, как залысины у этого человека. Большие грустные карие глаза и залысины. Этот человек хотел бы быть рядом с вами в эту самую минуту. Мало того, этот человек, душу бы продал, лишь бы, увидеть вас, подержать вас за руку, либо просто обнять, прижать к себе. Здесь какая-то дикая грусть, дикая тоска и как обреченность, что я больше никогда ее не увижу, либо я никогда не смогу быть с ней рядом, по жизни идти. Почему-то такая уверенность у него идет. У человека нету света, в душе нету света. Либо жизнь очень тяжелая, либо человек, понял, что самую большую роковую ошибку в своей жизни допустил. Кстати, может быть, поэтому и глаза показывают карие, да? Они просто потемнели от тоски и горя. Но глаза, кстати, крупные, залысины, почему-то залысины идут. Не лысый, но залысины у него, у этого мужчины. Этот мужчина в последнее время прям очень много думает о вас. Он как что-то сравнивает, либо кого-то сравнивает. Может быть, даже периоды жизни свои сравнивает, например, рядом с вами и без вас. Но вы отвернулись, вы спиной к нему стоите. Спиной. Возможно, даже и не думаете об этом человеке, либо запрещаете себе думать об этом человеке. А он хотел бы. И если бы вы его позвали, просто поманили пальчиком, он бы бросил все и был бы у ваших ног. Смотрите, девочки, вы все разные. И я не вижу природы этой любви. Либо это природа платонической любви, либо действительно любовь между мужчиной и женщиной. И так может отыграться. Здесь нет четкого указания, что он вас любит как женщину. Возможно, это даже какой-то ваш родственник. Родственник, о котором вы сейчас не думаете. Какая-то вина у этого человека перед вами, тяжесть на душе у него есть. Либо он перед вами конкретно виноват, либо он чувствует свою вину за то, что он не смог перед вами открыться, либо просто быть рядом, может быть, чем-то помочь вам не смог. И теперь он об этом постоянно думает. Знаете, этот человек, он даже как-то в последнее время потерял интерес и вкус к жизни. Его ничего не трогает. Он, знаете, как деревяшка, да, стал, ощущение ощущение деревяшки идет. О вас только думает. Он, кстати, за вами как-то ухитряется следить. Может быть, в жизни следит, да, где-нибудь там из-за кустов, из-за дерева выглядывает.
а может быть, в интернете за вами следит. Может быть, кого-то просит, чтобы за вами присматривали и ему отчеты давали. Что вы делаете, с кем вы, как живете. Есть такое. Ну, такой грустный тип. Давайте так, он грустный тип. Давайте еще на оракул, наверное, гляну. Прям жалко его становится. Грустный мужчина. Здесь какая-то невозможность того, чтобы он был рядом с вами. Это не только потому, что вы от него отвернулись. Еще есть какая-то как запрет, как невозможно. Невозможно быть рядом. Ну да, это то, что было похоронено. Это то, что было в прошлом. Что-то началось не очень, и также не очень закончилось. Или, знаете, как не было шансов, чтобы вы были вместе. Может быть, вы не свободны, может быть, он не свободен. Либо это действительно какой-то ваш родственник. Здесь одни проблемы, один стресс, какие-то мутные впечатления, воспоминания, события. Прям очень тяжело. Ой, девочки, у кого-то отыграется бывший муж. Ну надо же. Господи, либо женатый мужик, который не смог найти в себе силы, чтобы быть с вами. Хорошо. Я вот спросила, даст ли судьба шанс снова встретиться. Здесь больше похоже на встречу на просторах в интернете, либо по переписке, может быть, смс-ки какие-то. Но шанс такой будет ему дан. Не вам, ему именно будет дан. На то, чтобы что-то писать, либо как-то в письменном виде с ним пообщаться. Ой, ну бывает. Грустит по вам. Скучает. О вас только думает. Либо вами только и живет, да? Мысли о вас придают ему силы проживать день. Вставать утром, что-то кушать, как-то там делать что-то, да, и жить дальше. Так, еще. Смотрите, здесь птица, но она не летает, а она идет. Очень похоже на какие-то посылки, на какие-то бандероли, на, может быть, какие-то пакеты. Здесь как посыльный какой-то думает о вас, да, как вас найти, где вы находитесь, либо как вам передать какие-то документы, вещи, может быть, какие-то передать, опять же, посылки. Человек ищет вас, либо думает, когда лучше к вам прийти, чтобы вам что-то отдать, передать. Видите, как случайно человек попал. Но здесь что-то важное, здесь что-то ценное, возможно, то, что вы ждете. Да, то, что вы ждете, как доставщик, почтальон, может быть, человек, который выдает что-то, да, думает о вас. Так, еще о вас думает какая-то женщина прямо сейчас, думает плохое, у нее стресс из-за вас, у нее истерика из-за вас. Вы ей как дорогу перешли, либо она боится, что вы ей дорогу перейдете. Женщина, скорее всего, замужняя. Может быть, она мужа своего к вам ревнует. А может быть, она вам завидует, потому что вы красивая, вы успешная, у вас все хорошо в жизни. Этому может завидовать. Здесь, знаете, вы для нее как это болевая точка, да? Когда она вас вспоминает, она прям сама не своя становится. Такая, знаете, поганка, да, поганка. Плохое о вас думает. Хотела бы быть рядом с вами и что-то вам в лицо высказать. Да, может быть, даже подраться с вами. Ну, у нее такие прям агрессивные мысли, агрессивные эмоции. Кстати, сдается мне, что этой женщине вы как-то недавно совсем нос утерли. Либо в дураках ее оставили, в дурочках вернее. Может быть, даже как-то в чем-то ее пристыдили. Либо что-то, как выиграли, обыграли эту женщину. И вот она думает, вот попадись мне, вот попадись, я тебе все скажу, либо я там тебе трепку задам. Но она такая, знаете, как шавка, она издалека может только гавкать, а вблизи она побоится. Побоится, не станет ничего делать. Так, еще мне вышел мужчина как солдат. Солдат в форме. Форма, оружие у него. Это может быть как действительно военнослужащий, так и, например, человек, который работает в какой-то охранной системе. Полиция, силовая структура, да, что-то вот у него с оружием связано. Он сейчас где-то находится, как на каком-то задании, либо где-то стоит, может быть, в карауле каком-то стоит. И он думает о вас и думает, блин, что я делаю, где я нахожусь?
здесь холодно, здесь противно, у меня ноги там крутят, я кушать хочу. Вот очень хочет с вами быть рядом в эту минуту. Вы на него, на этого мужчину, как-то невероятно позитивно влияете. Если честно, идет энергетика, не знаю, то ли сына и мамы, то ли бабушки и внука, то ли, может быть, сестры и брата, может быть, еще какой-то родственник. Хотя, может быть, и ваш любимый человек, да, который там службу несет. Но вот ему именно хочется вашей теплой энергетики, вашей ласки, заботы, там что-то ваше покушать вкусненькое, чтобы вы там улыбнулись, не знаю, пледик ему дали. И вот он стоит и думает: боже, что я тут делаю, да? Сейчас все брошу и поеду, к своей любимой женщине, да, либо к мамочке своей поеду. Такие вот у него мысли. Прям что-то вспоминает такое теплое, оно его изнутри согревает. Очень хочется к вам, но служба, как говорится, не пускает, к сожалению. Так, еще несчастный мужчина, который состарился до срока. Да, он еще, может быть, и молод, но выглядит прям совсем хреново. Кстати, возможно, он пьющий, хронический алкоголик, например. Человек еще и с подорванным здоровьем. Да, возможно, из-за этого он очень быстро состарился. Этот мужчина, он хотел бы быть рядом с вами в эту минуту, но это просто как несбыточная мечта у него идет. Рядом с ним какая-то женщина очень грозная, она его палкой бьет постоянно. Может быть, в прямом смысле слова она его бьет, а может быть, она бьет его словами, да, какими-то своими действиями. И она его очень цепко держит около себя, очень цепко. Сдается мне, что это какой-то мужчина, который, либо бывший, либо мужчина, например, не знаю, сосед какой-нибудь ваш. Мужчина, который хотел бы быть рядом с вами, потому что вы очень красивая, очень привлекательная, и вы, всеми желанная, да, в плане мужчин. Они вас все рассматривают как королеву красоты. И вот он смотрит на свою эту женщину с палкой в руках и думает: блин, почему мне так не повезло, да? Почему я именно с вот этой Мегерой, а не с этой красавицей? Думает: был бы я там моложе, либо здоровее, и я бы тебя, Мегера, бросил и пошел бы добиваться руки этой красавицы. Такие мысли. Но опять же, какой-то сосед, кто-то рядом, не знаю, может быть, какие-то знакомые вам люди. Такое, да. Фантазия, конечно, у мужчины прет. Но мне почему-то кажется, что он бьющий. Так, еще кто думает о вас? Но здесь какой-то деловой интерес просматривается. Деловой интерес, причем с уклоном в какое-то мошенничество. Здесь какие-то люди хотят навязать вам свои услуги. Их двое. И они думают, как бы вам мозги запудрить, как бы вас развести, может быть, на какие-то, на деньги развести, на какие-то дополнительные оплаты, как бы выудить с вас деньги, да, вот такие мысли коварные. Вот они там сидят, ножи точат в вашу сторону и злятся, что вы очень умная женщина, да, вот они там планы придумывают и тут же сами себе говорят: да нет, она поймет, она раскусит, у нас не получится. Вот сидят эти ножи злые точат. Видите как? И хочется вас обмануть, и понимают, что не получится. Их двое. Кстати, возможно, по возрасту либо как вы, либо даже такие, знаете, молодые, шустрые. Угу. Так, еще. Тот, о ком думаете вы, человек, о ком думаете вы, он тоже думает о вас. Мало того, здесь еще очень сильная эмпатия проиграется. Вы как друг друга ощущаете. Вот один подумал, другой сразу же вспомнил. Опять же, снитесь вы друг другу как-то параллельно, да. Один во сне увидел, вы целый день этого человека вспоминаете. Вам приснился этот человек, он либо она вас целый день вспоминает. Здесь родство душ просматривается. Между вами родство душ. Вы сейчас как-то друг от друга очень далеко находитесь. Очень далеко. Здесь именно сотни километров, да, может быть, даже тысячи километров. Здесь как родственник может отыграться, так и любовь. Да, человек думает о вас, вы думаете о нем. Конечно, вместе было бы вам хорошо, вы друг друга идеально дополняете, какой-то покой между вами образуется, когда вы вместе.
Но видите, как судьба распорядилась. Вас сейчас друг от друга очень далеко отбросила. Вы проходите свой урок, а этот человек проходит свой урок. Но здесь приятные новости, что вы все равно рано или поздно соединитесь и будете как-то компактно либо на одной территории проживать, либо рядышком совсем с друг другом. Опять же, вы разные, да, у кого-то мужчина любимый где-то далеко находится, а у кого-то, например, там мама, да, либо там близкая подруга. Но здесь четко идет родство душ. Родство душ. Вы, конечно, мощная команда. И даже если вы друг для друга ничего не делаете, вы все равно друг друга очень сильно дополняете. Такой знак. Так, и еще, девочки, а ну-ка признавайтесь, где вы сегодня были? Вот я вижу, вы куда-то ходили, либо выходили, даже, возможно, там на балкон выходили, либо в окно высовывались. Здесь какой-то мужчина вас увидел и очень сильно вами впечатлился. Мужчина мне идет светлый, ясный, открытое лицо у него. Кстати, возможно, кругленькое лицо такое, знаете, упитанное, кругленькое. Кстати, возможно, еще и краснощекий мужчина. Он вас вот прямо увидел, да, срисовал. И вот он думает о вас, думает, что за незнакомка. Такая прекрасная, такая неземная. Прям очень-очень сильно впечатлился вами. Вот, как запали вы ему в душу. И вот он думает о вас, как вас найти, есть ли у него шансы, может ли он с вами познакомиться. Такие мысли у него там прям рой целый в голове. Вы представляете, вы там мусор выносили, да, в халатике, не накрашенная, да, и мужчина вами впечатлился. Либо просто в окно выглянули, проходил мимо там гражданин, увидел, впечатлился. Ну прям произвели впечатление. И знаете, не исключено, что этот мужчинка будет еще ходить под вашими окнами, либо посещать там ту же булочную, может быть, магазинчик, да, в надежде вас увидеть. Прям очень вы ему понравились. Ну, смотрите, роковая женщина. Зацепила мужика, а вы его вообще не заметили. Вообще. Вы о чем-то своем думали, либо чем-то своим занимались. Даже его и не заметили. А вот он, смотрите, как думает. Ой, девчонки, думает. Если щеки горят у вас, это он думает о вас. Так, мои милые, на этом все. Спасибо всем за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.